Гимназиант Якутии. Так говорят о Якутском театре оперы и балета имени Дмитрия Конновича Сарона-Амаллона. Вот уже 50 лет театр радует зрителей своими постановками. За пределами региона, да и сами жители республики театром и его талантливыми артистами восхищались всегда. И несмотря на различные кадровые перестановки, не перестает им восхищаться. Как говорил Бернар Шоу, жизнь в театре всего лишь один сезон, а сезон – это вся жизнь. Чем запомнился уходящий сезон, каким он будет наступающим, узнаем из первых уст. Это программа «Якутия Лайф», и я Ирина Ефимова. И сегодня мы в гостях у директора театра оперы и балета, Саха опера балет Сергея Юнгаса. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Начнем сначала с этого места, вот где мы сейчас сидим, потому что я вот в этом театре с детства бывала всегда, да, но вот в этом помещении вообще впервые. Это производственный цех нашего театра, и я предложил вам снять эту программу именно здесь, потому что театр — это в первую очередь люди, которые его делают, ни в коем случае не здание. Это наше отдельное помещение, которое находится за основным зданием театра. Именно здесь происходит рождение декораций, костюмов и бутафории к спектаклю. Многим зрителям кажется, приходя в театр, что театр — это только артисты. Конечно, артисты. Конечно, они видят на сцене артистов, они им рукоплещут, они получают обмен энергиями и эмоциями, но работа служб, работа цехов, производственных цехов наших художников, она происходит кропотливо, долгие месяцы перед началом репетиционного процесса, вот именно здесь, в производственных цехах, и это особое место, которое таит в себе некий флер, особый театральный колорит. И вот та атмосфера, которая царит здесь, она несравнима ни с чем другим. А вам тут часто приходится бывать? Достаточно часто я прихожу сюда, иногда здесь проходят технические советы перед началом производства спектаклей, ну и курирование производства декораций и костюмов тоже проходит здесь. Вот вы уже 2 года в Якутии, 2 года как работаете руководителем театра. Наверное, привыкли, что в Якутске любая беседа, любое знакомство начинается с того, откуда вы родом, кто вы по крови. Фамилия ваша, она прибалтийская? Фамилия моя немецкая. У меня дедушка, папа немцы. Дедушка мой приехал когда-то на Урал, был инженером, поднимал советскую, российскую промышленность. При том, что моя мама немкой не является, но она живет в Германии. Но при этом я чувствую себя абсолютно россиянином. Я впитал русскую культуру, я говорю на русском языке. И, собственно, здесь мои корни, здесь моя жизнь в замечательной стране под названием Россия. Вот я еще знаю, что вы родились в Твери, но считаете себя сибиряком, потому что корни с Урала. Я родился в Калинине, раньше так называлась Тверь, но все-таки уральцем я себя считаю, потому что Екатеринбург — это столица Урала, папа с мамой тоже родились там. Этот город дал мне, наверное, путевку в жизнь, там я получил свое второе режиссерское образование. То место и есть сегодня моей родиной, Екатеринбург, Урал. А якутянином вы себя уже ощущаете? Конечно, да. Уже сейчас, прожив в Якутии чуть больше, чем 2 года, я чувствую, как человек меняется, я чувствую, как я поменялся, потому что происходит вот такая некая диффузия менталитетов и диффузия культур. Приехав сюда, у меня были несколько иные взгляды на жизнь, но пожив здесь, пообщавшись с людьми, я поменялся. Я стал несколько другим, потому что только живя в контакте с людьми, в контакте с тем обществом, в котором ты существуешь, в контакте с тем коллективом, с которым ты существуешь, ты можешь найти какие-то пути решения тех или иных проблем. И человек должен меняться. В этом и сущность человека — меняться, интегрироваться, приспосабливаться к обстоятельствам, и в том числе и менять обстоятельства. А что у вас поменялось? То есть какая-то северная неторопливость появилась? Или, может быть, сдержанные в эмоциях немножко стали? В детстве мама мне всегда говорила такую фразу: перед тем, как что-то сделать, досчитай до 10. И пойми, нужно ли тебе это сделать или не нужно. И, собственно, приехав в Якутию, вот уже спустя время я понял, что это значило. И иногда вот это некоторое ожидание перед скачком, рывком или шагом, оно бывает оправдано, потому что иногда нужно задуматься, обязательно задуматься перед тем, когда ты что-то делаешь или совершаешь какой-то шаг. Но обычно, когда ребенок выбирает творческую профессию, родители часто бывают против.
Тем более отец у вас военный, знаю, что мама актриса, ну, как бы считается, что для женщины это еще можно иметь творческую какую-то профессию, а у мужика должен быть там твердый кусок хлеба всегда в руках. Несмотря на то, что мой папа военный, я часто с ним советуюсь, спрашивал его, как ты считаешь, стоит ли мне ехать в Якутию? Он сказал, едь. У него не было никаких сомнений, что нужно ехать. И когда я сказал папе, папа, я хочу поступать в театральное училище, он говорит, поступай, я тебе помогу. И когда я ему сказал, папа, я понял, что я хочу не быть не просто актером, я хочу поступать на режиссуру очно, он говорит, поступай. Это одна жизнь, если ты считаешь, что для твоей жизни нужно так, я тебе помогу. У меня такие родители, которые меня поддерживали и которые дали возможность реализоваться мне так, как мне этого хотелось, что мне не навязывали быть юристом или экономистом, и мне не навязывали быть врачом-стоматологом, потому что ему много платят. Они, наверное, прекрасно понимали, что в театре это нищенское существование, но к этому была настроена, предрасположена, наверное, моя индивидуальность, моя душа. Как происходило погружение, ну, может, знакомство с якутской культурой? Или погружения не было? Культура Якутии, культура народа Саха, она уникальна и особо тем, что тут в Якутии, с особенностью географического положения, еще сохранились очень многие элементы традиций и национальной культуры. Здесь у нас особый менталитет, совсем другой менталитет. И чем меня еще сегодня изменила Якутия? Тем, что я пытаюсь и пытался, и буду пытаться идти в диалог с людьми. И только через этот диалог, только через понимание традиций, только через понимание культуры и ментальности можно вместе прийти к какому-то общему решению. Ну, смотрите, мне кажется, что вы немножко по характеру авантюрист, потому что вот приехать в Якутск, в совершенно неизвестный, крайне неизвестный город, податься на участие в конкурсе, остаться здесь работать, ну это авантюра же. Я понимал, что я еду побеждать, и что я чувствую в себе определенные силы, и уже у меня к тому времени, когда я участвовал в конкурсе, был определенный опыт. И те компетенции, которые мне необходимы были для руководства театром, для этой должности, которую я занимаю, собственно, я доказал на этом конкурсе. Ехав сюда, я понимал, что я к этому готов, я на это способен, и я готов на этот шаг. Конечно, кому-то казалось, и очень многим сегодня кажется, что, приехав в Северный край, ты делаешь шаг назад в своем жизненном пути, в своем жизненном развитии. Но мне кажется, наоборот. Здесь можно, собственно, поменять всю свою жизнь, потому что мы привыкли к определенной зоне комфорта в работе, зоне комфорта в той местности, где мы живем. Но когда мы испытываем некие другие экстремальные обстоятельства в карьере, в работе, экстремальные обстоятельства в климатических условиях, это открывает в нас самих определенные силы и определенное некое иное видение, другой ракурс взгляда на эту жизнь, как и в профессиональном плане, так и в личном плане. 2 года прошло, да, ну, чуть больше, чем 2 года. Вы произвели, ну вот так со стороны глядя, полную перезагрузку театра, начиная с логотипа, который сейчас называют, соопера, собалет, да? Вот, начиная с логотипа, заканчивая тем, что, по-моему, впервые театр получил национальную премию, ну, номинацию в национальную премию «Онегин». Причем это все было в условиях пандемии, да? То есть вы, когда ехали в 2019 году, наверняка не ожидали, что вот... Мне кажется, никто не ожидал. Никто не ожидал, да, что так это обернется. Вот как это получилось и что было самым сложным? Вот то, что проходило в театре, это перезагрузка творческой жизни, это некая перезагрузка штатного расписания, изменение внутренней структуры, создание отдела маркетинга, создание новых постановок, абсолютно иная репертуарная политика, которая направлена как и на сохранение традиций классического репертуара, создание новых спектаклей, современных спектаклей, открытие экспериментальной площадки, создание разных творческих проектов, и вот этого проекта «Арт-резиденция Арктика. Открытый театр»,
который стал лауреатом 6-й национальной оперной премии «Онегин». В этом году эту премию называют оперным «Оскаром». Это очень почетная награда для нас и особенно показательно. Мы стали лауреатами в этой премии в номинации «События, традиции». То есть та деятельность, которую мы сегодня ведем, и те проекты, которые мы реализуем, это все доказывает то, что сегодня мы сохраняем классическую традицию и развиваем это классическое театрально-музыкальное искусство. Никто не мог подумать, что мы все окажемся в такой ситуации пандемии, и вступая в должность директора, я не думал, что через несколько месяцев наступит локдаун и наша работа будет парализована. Но несмотря на это, благодаря усилиям всего коллектива и каждого сотрудника нашего театра, мы, производя эту перезагрузку, в прошлом, в нашем юбилейном 50-м театральном сезоне, выпустили рекордное количество премьер в рамках одного сезона. Это было 6 премьер. Премьера — это огромное количество декораций, костюмов, работа всех производственных цехов, артистов, хора, балета, солистов оперы, всех административных служб. И, собственно, вот эта пандемия, вот эти сложные обстоятельства, они мобилизовали людей, они мобилизовали нашу команду, и мы все вместе добились вот тех результатов, и, собственно, эта премия «Онегин», она и показывает эти результаты нашей деятельности сегодня. Арт-резиденция «Арктика. Открытый театр» — это проект, который направлен на популяризацию новых видов театрально-музыкального искусства. Проходит он на экспериментальной площадке. Работа по нему ведется по 3 направлениям. Это опера, балет и перформанс. У каждого жителя нашей страны, вернее, творческой команды, есть возможность подать заявку на участие в этом проекте, предложив конкретный проект, в котором есть не только постановочная группа, но есть и экспликация проекта, и декорации, и костюмы, то, как это будет выглядеть, и, собственно, что предлагается, и какая есть творческая концепция. Потом происходит выбор, и эта творческая команда приглашается. Стартовым спектаклем этого проекта стал спектакль по произведению Карла Орфа «Луна», который в нашем театре называется «Сказка братьев Гримм». Это замечательный спектакль, который идет на экспериментальной площадке, происходит в нескольких локациях внутри сцены, зритель сидит на сцене, на крутящемся круге, действие начинается в зрительном зале, потом с одной стороны сцены, с другой стороны сцены. То есть это само по себе как театральный аттракцион. То есть, придя на этот спектакль и придя на экспериментальную площадку, зритель может почувствовать себя вот в самом сердце театра. Собственно, как мы сейчас с вами в производственном цехе, мы видим театр с какой-то другой точки зрения. И этот спектакль, и экспериментальная площадка, они как раз-таки работают для того и на то, чтобы зритель, придя в театр, смог увидеть некую иную сторону, как театр может выглядеть с другой стороны. И на самом деле это очень интересно. А вот так ли нужна была смена логотипа? Вообще, это ваша идея? Всегда для того, чтобы произвести перезагрузку, трансформацию бренда, необходимы иногда резкие, иногда очень яркие, и иногда, может быть, чуть-чуть жесткие и скандальные, как на телевидении, сюжеты, для того, чтобы обратить внимание на то, что происходит. Потому что это тоже некая технология пиара. Когда мы создаем мем, иногда это создается специально. Зачастую спектакли, которые создаются в московских театрах, являются спектаклями, которые работают на то, чтобы смягчить некие политические волнения. Потому что если что-то происходит в театре, пусть лучше это происходит в театре, пускай скандал или какое-то такое острое событие будет в театре, чем оно будет на улице, где-то в другом месте. Поэтому я считаю, что изменение имиджа, изменение логотипа, изменение брендбука — это всегда нужное явление, и оно зачастую приводит к положительной динамике в интересе зрительской аудитории к театру.
Смотрите, в сентябре ваш театр гастролировал по Приволжскому федеральному округу. В конце лета вы успешно выступали в Татарстане. Чего ждет зрителей из других регионов от Якутского театра? Мы были с гастролями в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Это Татарстан, Башкирия, Ульяновская область и Республика Марий-Эл. В каких-то городах нас видели впервые. Я считаю, что миссия театра, конечно же, это пропаганда театрально-музыкального искусства в республике, где мы находимся, в Якутии, в городе Якутске. Но когда мы приезжаем в другой регион, мне очень приятно, что зритель, приходя в театр после спектакля, не только обычный зритель, но и власти, и учредители тех театров, и Министерство культуры зачастую говорят такие слова и фразы, и возникает такое мнение, что мы думали, что Якутия — это только якутские бриллианты. А на самом деле в Якутии есть такое интересное современное классическое искусство, есть театр оперы и балета, и такой театр достаточно высокого уровня. Люди, приходившие на наши спектакли и видели классическое исполнение «Лебединого озера» и сравнивали с теми театрами, в которых мы выступали, в кулуарах говорили нам о том, что наш уровень намного выше. Уровень нашего театра, уровень наших балетных педагогов, уровень нашей балетной труппы. Это говорит о комплексном подходе к культуре в Якутии. Потому что наши кадры, наш оркестр, наши артисты балета — это выпускники Якутской балетной школы и Высшей школы музыки. И то, что у нас есть эта кузница кадров, мне кажется, это гордость нашей республики. То, что весь наш балет, вся наша балетная труппа — это выпускники одной хореографической школы. Таких примеров на сегодняшний день нет в России. Гастроли — это всегда очень почетно для театра, это всегда очень важно, потому что, будучи на гастролях, мы рассказываем о культуре нашей республики, об искусстве нашей республики. В Татарстане у меня брали интервью, и я сакцентировал такую мысль, что Якутия находится очень далеко. Я очень хочу, чтобы мы рассказывали о нашей культуре, мы рассказывали о нашем искусстве, потому что театр живет, когда в него приходит зритель, а артист всегда счастлив и рад, когда он встречается со зрителем. И будучи на гастролях, мы даем артистам вот эту дополнительную энергию дополнительной творческой жизни, которая подхлестывает их для новых творческих свершений. Театр провинциальный и театр столичный. Вот в чем отличие? Здесь невозможно сравнивать. Если мы сравниваем Большой театр России и театр оперы и балета Республики Саха-Якутия, потому что в первую очередь это разные бюджеты, разный репертуар, разные задачи, которые ставятся перед театром-учредителем. Большой театр России в связи с тем, что это бренд, который нарабатывался веками. Большой театр России не испытывает проблем с наполнением зрительного зала. Что бы там ни шло, в какое бы время это ни шло, в театр всегда будут приходить зрители, будут покупать билеты, несмотря на то, сколько они будут стоить. Хоть 20, хоть 30, хоть 40 тысяч рублей, потому что Москва — это огромный мегаполис, в котором есть и официальные делегации, и правительственные делегации, и туристы, и все стремятся пойти в Большой театр. В связи с особыми условиями расположения Якутска у нас существует некая проблема с туристическим потоком. И, конечно, если бы у нас был большой туристический поток, то и с наполняемостью зрительного зала было бы намного проще. У нас достаточно небольшой город. Особенный специфический момент, то, что в Якутии на 300 тысяч населения достаточно большое количество культурных институций. 8 театров и филармонии, и цирк. То есть, с одной стороны, это замечательно, это не имеет прецедента в России, чтобы на такое количество населения было такое количество учреждений культуры. С другой стороны, это очень хорошо, потому что у человека, живущего в таких условиях, в условиях крайнего севера, в условиях ограниченной транспортной доступности, есть возможность прийти в театр, в музей, в библиотеку и увидеть все возможные виды искусства. В регионах театр оперы и балета, если говорить конкретно про нас, конечно, это особый репертуар. Мы вынуждены опираться на запрос зрителя.
Я придерживаюсь мнения, что театр оперы и балета — это искусство классическое. Театр оперы и балета включает в себя все классическое театрально-музыкальное наследие, но зачастую бывает достаточно сложно в прокате репертуара, потому что в любом столичном городе в российской тенденции проблема с оперными спектаклями. Балетные спектакли всегда продаются в несколько раз лучше, чем оперные, потому что опера — это самый наивысший, наисложнейший вид театрального искусства. Требует подготовленного зрителя. Требует подготовленного зрителя, поэтому в регионах в театре оперы и балета существует большое количество спектаклей для детей, большое количество спектаклей для молодежи, оперетты. И в некоторых театрах оперы и балета в регионах, ну сейчас почти во всех, существуют мюзиклы, потому что это веяние времени, потому что театр все равно должен ориентироваться на запрос аудитории. Но хочется также отметить то, что и в том числе благодаря проекту «Пушкинская карта», и в том числе благодаря той перезагрузке творческой жизни, которую мы произвели, сегодня наши спектакли проходят на аншлагах. У нас полные залы, контингент зрительской аудитории очень сильно изменился. Вот я смотрю на вот эту ретроспективу 2 лет. Сегодня в нашем зале очень много молодежи. И это очень радует, потому что я думаю, что театр должен сегодня думать о будущем, о своем будущем зрителе. Сегодня, воспитывая молодое поколение, приучая его к высокому искусству, прививая ему любовь к театрально-музыкальным жанрам, мы можем воспитать в нем любовь к высокой и классической опере. И поэтому хотелось бы проакцентировать внимание на том, что, создавая экспериментальные спектакли, создавая спектакли новой формации, мы, наоборот, работаем для того, чтобы сохранять классическое наследие, чтобы сохранять классическую культуру. Потому что, придя в театр на достаточно простую театральную форму, молодой зритель может раз и навсегда полюбить музыкальный театр и стать постоянным балетоманом, и стать постоянным опероманом, и уже сам выбирать классические произведения и приходить на высокую оперу. Театр сегодня должен ориентироваться и перестраиваться для современной аудитории, и предлагать сюжеты, и предлагать спектакли, которые находили бы отклик в людях. Ну, так говоря, наше с вами поколение, то поколение, которое сегодня заканчивает школу, это совсем другие люди. Я не говорю о том, что они плохие, мы хорошие. Я говорю о том, что они просто другие. И только поняв, какие они, и только поняв, что их ведет на этот путь, и что мы можем сделать сегодня, чтобы их языком донести до них высокие глобальные классические ценности. Только вот эта связь поколений, только эта связь через высокое и прекрасное, она может изменить мир и может изменить, наверное, наше общество. В этом, наверное, и есть функция театра. У вас была мечта поставить якутскую оперу? Почему была, но есть. Просто в связи с пандемией осуществление мечты немножко перенеслось, и мы планируем постановку оперы «Нюргун-Ботор стремительный». И вот я думаю, что совсем скоро, может быть, это произойдет в конце этого сезона, может быть, в начале следующего сезона, но подготовительная работа уже идет. Это не будет какой-то безумный эксперимент, это просто будет некая адаптация, это будет новая музыкальная редакция этой оперы, над которой работают московские аранжировщики, потому что классическому произведению нужно дать сегодня современный контекст, потому что ухо слушателя сегодня несколько поменялось, и мы не можем сегодня партитуру 40-х, 50-х годов прошлого века исполнять для сегодняшнего зрителя. Поэтому это будет достаточно классическое прочтение оперы, но несколько преобразованное и слегка современное. Это будет уже 4-я постановка в нашем театре. Она будет похожа сюжетом, она будет похожа героями и, собственно, тем конфликтом, который есть там. А когда вы вот только приехали в Якутию, вы говорили, что хотите вывести театр на такой уровень, чтобы о нем говорили не только в нашем федеральном округе и в стране, но чтобы знали о театре, который идет к вершинам мирового искусства. Вот. Так, вы амбициозный человек.
Вы знаете, без амбиций, я думаю, не только в творческой сфере, вообще без амбиций невозможно сделать ничего. Потому что я считаю, что все-таки театр — это как спорт. Только ставя для себя вот высочайшую планку, мы можем достигнуть ее. Иногда эта планка бывает специально завышена. Иногда тренеры на тренировках ставят для спортсменов ту планку, которую они никогда не берут на соревнованиях. Но взяв ее на тренировке, они берут это совсем по-другому. Сегодня мы идем к этой цели, к первоначальной цели, но это процесс достаточно сложный, требующий комплексного подхода, требующий не только наших усилий, но требующий и дальнейших преобразований театра, и требующих и дополнительных финансовых вливаний в жизнь театра, потому что театр оперы и балета сам по себе — это самый дорогой вид театрального искусства. Он никогда не может работать на самоокупаемости. Театр оперы и балета — это всегда дотация государства, это всегда помощь властей. Мы очень надеемся, что та поддержка, которая сегодня есть со стороны руководства нашей республики, она продолжится и приумножится, и мы сможем и в дальнейшем работать на таком уровне и повышать этот уровень, и повышать эту планку качества тех спектаклей, которые мы выпускаем. Всегда что-то новое встречает сопротивление, да, но люди так устроены. Когда это новое идет особенно сверху, да, пришел новый руководитель, сейчас мы будем жить по-новому, да, но не бывает так, что все гей, давайте жить по-новому, как сейчас будет круто. Нет, люди сопротивляются, людям не нравится. А вот насколько сложным был вот этот процесс, и можно ли сказать, что он сейчас закончен? Ну, сказать, что процесс закончен, про любой процесс сказать невозможно, потому что, решив одну проблему, произведя одну перестановку, произведя какое-то одно действие, возникает уже следующее действие, которое является неким постфактумом того события, которое уже произошло. Конечно, то, как началась эта история 2 года назад, и то, как театр существует сегодня, и тот микроклимат, который был тогда, и тот микроклимат, который есть сегодня, это абсолютно 2 разные вещи. Сегодня мы в театре все занимаемся делом, мы выпускаем спектакли, мы думаем о будущем, мы заняты творческим процессом. И вы несколько раз повторили слово «команда» применительно к театру. То есть вы уже чувствуете, что это ваша команда, на которую вы можете опираться. А театр — это искусство коллективное. Один ты ничего не сможешь сделать, потому что в театре, так как и в любой другой сфере, это всегда успех команды и работа команды. Но зачастую бывает так, что кто-то хочет входить в команду, а кто-то хочет себя позиционировать отдельно и противоставлять себя команде. Собственно, эти процессы мы прошли, эти процессы были в самом начале, но я думаю, что этот этап мы уже преодолели, и сегодня мы занимаемся делом. Конечно, в самом начале моей работы в театре приходилось заниматься борьбой с ветряными мельницами. Иногда у меня закрадывается мысль, а почему же все вопреки? Почему всегда на протяжении всей моей жизни мне приходится бороться с ветряными мельницами? Почему мне приходится доказывать, что вот так или иначе? Почему все приходится, да, вот через такие колкие терни пробиваться к звездам? Но с другой стороны, я понимаю, что у меня уже благодаря этому, в скобочках, с волками жить, по волчьи выть, конечно, выработались вот эти вот антитела без прививки, да, такая прививка жизни. Я понимаю, что у любой проблемы есть решение. Если тебе будут ставить палки в колеса, ты их вынешь и поедешь дальше. Если у тебя будет огромное количество проблем, ты их решишь. Потому что когда мне говорят «нет», я всегда нахожу 55 аргументов, почему да, и предлагаю разные решения, как можно сделать так, чтобы все-таки было да, а не нет.
И я считаю, что если есть цель, она осуществима. А я могу вам сказать, что я для себя как бы изначально поставил приоритеты, что все-таки я руководитель, и я не буду все ставить сам. Этого и не нужно, потому что у театра должно быть в репертуаре разное количество спектаклей, в театре должны работать разные люди. Во фразе «директор театра» есть слово «театра». И оно главное. И оно главное. Это тот человек, который руководит театром. Это несколько другая управленческая функция, которая включает в себя очень много знаний и умений. Потому что театр, а особенно театр оперы и балета, это достаточно сложный организм, в котором функционируют абсолютно разные службы и очень, очень большое количество процессов. Это и оперная, и балетная труппа, и хор, и оркестр, и производственные цеха, и экономические тоже вопросы здесь есть, и вопросы эксплуатации знаний. И понятно, что я не могу все знать досконально, я не могу сам делать все. Собственно, этого не нужно. Я просто имею знания по всем этим направлениям, но есть соответствующие специалисты, которые предлагают решения, и мы вместе приходим к какому-то решению, которое, наверное, все-таки по итогу становится правильным. Всегда должен быть человек, управленец, организатор, который, являясь, с другой стороны, и экспертом, может собирать мнения, отбирать мнения, и всегда в любой организации должен быть человек, принимающий решения. Потому что этот человек отвечает за это решение. Потому что может быть очень большое количество мнений, может быть очень большое количество предложений. Но сегодня я отвечаю за то, что происходит в театре. Я отвечаю за наполняемость театра, за выполнение государственных заданий, за художественный результат, за финансовые результаты. И с меня будут спрашивать, почему у нас так или так. Поэтому, собственно, вот такая некая жесткость в принятии решения, она обусловлена тем, что руководитель — это всегда человек, отвечающий за те решения, которые он принимает. Когда я учился в Казани, я очень любил татарский театр имени Галиаскара Камала, это национальный театр драматический. И я смотрел все спектакли по много раз, потом уже без наушников, без перевода. Я пришел на один спектакль. Он назывался «Излидем Бахарем Синем», «Чименя Макоин в Казань», где дедушка, которому исполнялось 70 лет, мечтал о баяне. И он всю жизнь копил деньги на этот баян. И он поехал в Казань из глубокой татарской деревни. Его обокрали, унизили, обидели. Он прошел через много огонь, воду, медные трубы ситуаций. Он приехал в Казань, и его родственники в финале спектакля дарили ему баяны. И на авансцену выставляли один баян, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И все зрители, которые знали татарский язык, они сидели и смеялись. Это комедия. А я видел ту ситуацию немножко глубже, с точки зрения другой ментальности. Я видел ситуацию, которая произошла с этим человеком. Я видел ту трагедию его жизни. Я видел то, к чему он стремился, к чему он шел всю свою жизнь, оно реализовалось, но ему это уже не нужно. Я видел вот это крушение человеческой судьбы, крушение человеческих надежд. И во время того, когда они все смеялись, я сидел, и у меня из глаз лились слезы. Потому что иногда я, может быть, так нельзя так говорить в силу возраста, да, мне 36 лет, но иногда я смотрю на какие-то ситуации в кино или в театре, или просто вижу ситуации, которые происходят в жизни, и я понимаю, что иногда какие-то события в этой жизни меня трогают. Мужчина не плачет, но я понимаю, что ты остаешься жить, и ты остаешься человеком до того момента, пока ты чувствуешь. Кто-то может сказать, что я очень жесткий руководитель, что я принимаю жесткие решения, что я уволил большое количество людей, что я авторитарен. Это, кстати, правда? Ну, с какой-то точки зрения, да, любые изменения, они требуют
каких-то управленческих решений, но никто не знает, какой ценой дается это руководителю. Когда ты вынужден сказать человеку в глаза о том, что ваша должность будет сокращена, ты понимаешь, что за этими словами я должен сказать это как руководитель, а не как человек. Как человек я сочувствую и сострадаю судьбе этого человека, который через 2 месяца потеряет работу. Но как управленец я должен совершить этот поступок. Здесь у меня, и не только, наверное, у меня, у любого руководителя возникает, как тоже в высокой драме, конфликт долга и чувств. Когда я как человек не могу этого сделать, но как руководитель я обязан это сделать. Если на нас, на руководителей, будут смотреть несколько иначе и будут понимать, что мы совершаем те или иные поступки и принимаем те или иные решения не потому, что мы этого хотим, а потому что это нужно для успеха коллектива. Это нужно для того, чтобы организации было лучше. И все те события, которые происходят, и все те решения, которые принимаются, они совершаются для того, чтобы достичь успехов. Говоря другими словами, цель оправдывает средства? Да. Я делаю все, что я могу, и трачу все свои силы и всю свою жизненную энергию, чтобы сделать максимально качественным и удобным для людей жизнь в театре, работу в театре, преобразовать репертуар, преобразовать деятельность театра. Но я прекрасно понимаю, что руководитель не вечен, что в любой момент и когда-то он обязательно настанет, я не нужен буду больше в этом театре. И я отношусь к этому спокойно. И я знаю, что я найду себя. Я найду место, где мне будет интересно, а может быть, произойдет такая некая диверсификация моей жизни, диверсификация моего жизненного опыта, я здесь займусь чем-то другим. Конечно, я не планирую пока этого, но просто вот эта позиция свободного человека, когда я счастлив здесь, сегодня, в Якутии, я испытываю огромное удовольствие работать в нашем театре и служить нашему театру. Но я хочу сказать спасибо моей жизни и моей судьбе, что в моей жизни были такие события, которые перезагружали мою жизнь, перезагружали мой опыт. И каждая ступень в жизни, когда ты начинаешь что-то с нуля, когда ты начинаешь что-то еще раз, она делает тебя сильнее, она дает твоей судьбе, карьере, жизни, личности и сердцу новые краски. Поэтому я благодарен судьбе, что я в Якутии, я благодарен судьбе, что я здесь и могу заниматься любимым мною делом. И я надеюсь, что вот там, через 10 лет, о чем мы говорили, зритель, придя в театр, скажет: какой замечательный театр Саха-опера балет. И я буду счастлив от этого, от того, как это будет оценено людьми, которые будут приходить в наш театр. Каким вы видите театр Саха-опера балет через 10 лет, скажем? Я вижу его прошедшим реконструкцию. Я вижу его абсолютно перезагрузившимся. Я вижу его с абсолютно полным зрителем. Я думаю, уже через 10 лет мы пройдем через пандемию, у нас не будет ограничений в 50%. И я вижу счастливые лица наших сотрудников, которые занимаются этим сложным, но очень важным делом на территории вечной мерзлоты. Потому что жизнь в нашей республике, жизнь в нашем городе, она достаточно сложна. И мы несем на себе вот эту очень важную миссию сохранения и пропаганду театрально-музыкального искусства. Это очень сложный вид искусства. И я думаю, что вот те традиции, которые сегодня
поддерживаются и сохраняются в нашем театре, они будут сохраняться и дальше, и мы сохраним для будущих поколений все то, что когда-то, 50 лет назад, начало создаваться в Якутске. И я думаю, что те поколения в будущем, которые будут жить после нас и когда-то будут приходить в наш театр, будут так же, как сегодня, рукоплескать нашим зрителям и артистам. Но поколения всегда будут меняться. Это нормально. И я думаю, что как раз те, кто сегодня является поколением ТикТока, они уже придут на смену нам, и возникнет какое-то другое поколение. Но тот театр оперы и балета, который существует здесь, я надеюсь, будет жить всегда и будет радовать зрителей города Якутска. Спасибо вам огромное, успехов вам, вашему театру. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.